Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Каурова от должности секретаря Совета Безопасности Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Каурова Абдурахима Абдулахадовича от должности секретаря Совета Безопасности Республики Таджикистан в связи с уходом на пенсию. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 марта 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Хайрулоева от должности помощника президента Республики Таджикистан по вопросам национальной безопасности. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Хайрулоева Шераля от должности помощника президента Республики Таджикистан по вопросам национальной безопасности в связи с уходом на пенсию. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 марта 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Ватанзода от должности помощника президента Республики Таджикистан по правовым вопросам, полномочного представителя президента Республики Таджикистан в Маджлисе Милли и Маджлис Намайндагон Маджлис Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Ватанзода Махамадали Махамадулло от должности помощника президента Республики Таджикистан по правовым вопросам, полномочного представителя президента Республики Таджикистан в Маджлисе Милли и Маджлисе Намайндагон Маджлис Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 марта 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Али Зода от должности уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Али Зода Зарифа от должности уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 марта 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Ватанзода секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Ватанзода Махамадали Махамадулло секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 марта 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Али Зода Зарифа помощником президента Республики Таджикистан по правовым вопросам, полномочным представителем президента Республики Таджикистан в Маджлисе Милли и Маджлис Намайндагон Маджлис Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Али Зода Зарифа помощником президента Республики Таджикистан по правовым вопросам, полномочным представителем президента Республики Таджикистан в Маджлисе Милли и Маджлис Намайндагон Маджлис Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 марта 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Бобозода Умеда уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Бобозода Умеда уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 марта 2019 года. Постановление правительства Республики Таджикистан от 4 марта 2019 года об освобождении Раджабзода от должности первого заместителя директора главного инженера государственного учреждения «Дирекция по зоне затопления Рагунской ГЭС». Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Раджабзода Иброхима Кабута от должности первого заместителя директора главного инженера государственного учреждения «Дирекция по зоне затопления Рагунской ГЭС» в связи с уходом на пенсию. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Распоряжение президента Республики Таджикистан освободить Бобозода Умеда от должности советника аппарата помощника президента Республики Таджикистан по правовым вопросам в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 марта 2019 года. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан в Маджлис Намайндагон Маджлис Республики Таджикистан направлено предложение президента Республики Таджикистан уважаемого Али Рахмона об освобождении от должности уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан Зарифа Али Зода и назначении на эту должность Умеда Бобозода.
Мы продолжаем программу. В народе говорят, мать одной рукой раскачивает колыбель, а другой решает судьбы планеты. Современные таджикские женщины – это творцы жизни и красоты, символ вечной любви, домашнего очага, которые принимают активное участие в политической, социальной и культурной жизни страны, занимаются наукой, общественной деятельностью, строят собственный бизнес, возглавляют предприятия. О возрастающей роли женщины в обществе расскажет Зумрат Файзиева. В период независимости в направлении повышения роли женщин в обществе и поддержки их усилий в реализации социальной политики был осуществлен ряд государственных стратегий и программ и созданы широкие возможности для деятельности женщин. В качестве примера можно привести две социальные сферы – образование и здравоохранение, в которых в последние годы многократно увеличилось число женщин. В 1991 году в сфере образования страны из 95 тысяч работников женщины составляли всего 52%. В 2018 году этот показатель достиг 70%. В сфере здравоохранения в 1998 году из 45 тысяч работников женщины составляли 25 тысяч. Этот показатель в 2018 году достиг уровня 51 тысячи человек. Сегодня заметно возросло число женщин в рядах государственных служащих. В 2018 году на руководящих должностях они составили 19%, а в составе государственных служащих, центральных органов и подведомственных структур 25%. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, еще раз подчеркнув уважение к труду матерей, призвал матерей всех женщин страны принимать еще более активное участие в соблюдении национальных законов об упорядочении традиций, торжеств и обрядов и об ответственности родителей за обучение и воспитание детей, подготовки детей к самостоятельной жизни и направление их на правильный путь. Своим примером преподавать уроки экономности, что является одним из лучших качеств нашего национального характера, активнее участвовать в возрождении национальных ремесел, традиций, обычаев, обрядов и культуры. Женщины, не утратив своей материнской функции, стали активно участвовать в общественном производстве в качестве наемных работников, а подчас и предпринимателей. Заметно повысилась также гражданская активность женщин, их стремление непосредственно участвовать в формировании и претворении в жизнь государственной политики своих стран. Максимальное развитие способностей девочек и женщин всех возрастов обеспечит их всемирное и равное участие в построении более совершенного мира для всех и повысит их роль в процессе развития. Совсем скоро, 8 марта, День матери. И мне кажется, очень важно, что в Таджикистане отмечают этот день, День матери, потому что у любой матери огромное сердце. Ей нужно позаботиться о всех детях. Ведь таджикские семьи в основном многодетные, и для каждого мама должна найти ласковое слово, добрую улыбку, сердечную песню, вникнуть во все проблемы своих детей. Поэтому, конечно, дети должны быть благодарны своим матерям и никогда не забывать о них, и поздравить в этот замечательный день весны. Согласно исследованиям, люди, которые чаще используют мобильные телефоны, больше повреждены онкологическим заболеванием головного мозга. Ученые стран мира провели многолетние исследования и доказали связь рака и мобильных телефонов. Тему продолжит Шалу Бердиева. Исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе и университетом в Дании, затронуло более 13 тысяч матерей. Выяснилось, что использование мобильного телефона во время беременности хотя бы 2 или 3 раза в день повышает вероятность возникновения отклонений в развитии будущего ребенка, гиперактивности, поведенческих отклонений, затруднений в проявлении эмоций и взаимодействия с окружающими. При этом отклонения начинают проявляться тогда, когда ребенок достигает школьного возраста. Даже в режиме ожидания мобильное устройство излучает сильные радиочастотные волны. Резонанс вызвали исследования Джеральда Хайленда, биофизика из Великобритании, которые подтверждали вредное воздействие мобильных телефонов на здоровье детей. Вот что отмечает международный эксперт Кристофер Уилд о вреде мобильных телефонов. Рабочая группа установила, что существует возможная связь между использованием мобильного телефона и возникновением рака. Речь шла о сопоставлении всего массива полученных данных. При этом ссылались как на опыты с лабораторными животными, так и на исследования, которые велись с пациентами.
Излучение, исходящее от мобильных телефонов, крайне негативно воздействует на кровяные клетки. Европейские ученые из нескольких стран выдвинули предположение о прямой взаимосвязи использования сотовых телефонов с ростом развития злокачественных опухолей головного мозга. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами на нашем канале и до встречи.